Это здание было спроектировано ленинградскими архитекторами Третьяковым и Богославским в разработке генерального плана города Якутска в 1939 году. А дом был построен в начале 50-х годов. Продовольственный магазин номер 4 – это единственный первый магазин в столице республики, который располагался на первом этаже жилого дома. Строительство каменных зданий в Якутске началось в XVIII веке с возведения здания воеводской канцелярии и кафедрального собора. При правлении губернатора Ивана Крафта строительство каменных домов в Якутске увеличилось. Так, например, появились публичная библиотека и областной музей. История же первого кирпичного многоквартирного дома с магазином на первом этаже начинается в послевоенное время. Главный фасад самый протяженный и более короткий по улице Дзержинского и Петра Алексеева, разделен пилястрами в межоконных простенках. Это знаменитый сталинский ампир, который придает зданию особый колорит и атмосферу социалистического неоклассицизма. С известным краеведом Александром Дьяконовым решили встретиться на Пятаке, как в 90-е годы называли его горожане, теперь уже площадь Орджоникидзе. Здание, оно вообще удивительно тем, что оно сохранилось у нас в Якутске, потому что, как уже мы знаем, у нас вечная мерзлота, у нас проблемы с этим фундаментом, у нас практически вот этого периода сталинского ампира практически домов остались единицы, это проспект Ленина. И вот это здание, оно даже когда мы смотрим на него, да, я когда мимо даже прохожу, у меня такое ощущение, как будто я нахожусь не в своем городе. Например, где вы находитесь? Например, где-то, наверное, город Новосибирск, такие Омск, Томск, Ставрополь. Такие города, где была застройка именно сталинского периода. В 1939 году это здание было спроектировано архитекторами Богуславским и Третьяковым. Это ленинградские архитекторы. И вообще у нас генплан был сделан ленинградским отделением Государственного института проектирования городов. Ленгипрогром называлась такая. Ленинградцы. Ленинградцы, то есть они не были петербуржцами, потому что ленинградцы, потому что это уже стилистика Советского Союза. Сталинками называют многоквартирные дома, строившиеся в то время, когда Иосиф Сталин был у власти. Эти дома со всеми удобствами, со стенами из негорючих материалов и с высокими потолками, монументальные и с большим количеством декоративных элементов. Многие дома проекта сталинской эпохи в Якутске были достроены уже при хрущевском правлении. Быстро, тесно и одинаково. Первый шаг по вмешательству Никиты Хрущева в жилищное строительство был сделан в конце 1955 года. В постановлении ЦК КПСС от 4 ноября 1955 года предписывалось разработать к 1 ноября 1956 года типовые проекты жилых домов без каких-либо архитектурных излишеств. Это, по сути, его решение кардинально и, как показала сама история, не лучшим образом отразилось на домостроении в Советском Союзе. В те же годы начался и процесс масштабного переселения советских горожан, задыхавшихся в тесноте коммуналок и в сырости бараков, в новые многоквартирные дома. Заслужившее не слишком уважительное прозвище «хрущевок» встречается и по сей день. В годы Великой Отечественной войны были полностью или частично разрушены более 1000 городов и поселков. Страна потеряла свыше 6 миллионов домов. В военные годы удалось восстановить или построить заново 50 миллионов квадратных метров жилплощади. И все-таки жилья в стране по-прежнему остро не хватало. В таких условиях прежние, заведенные еще в сталинские годы, подходы к проектированию и строительству жилья, когда практически каждый дом планировался индивидуально и строился достаточно неспешно, уже никуда не годились. Но меня всегда интересует архитектурный стиль, поэтому об этом нигде не написано, поэтому приходится самому анализировать. Искусствовед Дарья Федотова часами может рассказывать об архитектуре города Якутска. Обычно прогулка для архитектора превращается в вечный анализ. Детали, стилистические линии, даже стройматериала становятся объектом изучения. Ленинградцы, а именно они проектировали здание 4-го магазина, немного отошли от первоначального плана и строили, учитывая уже региональные особенности края и более скромными средствами, без мрамора и бронзовых скульптур. Сибирский, конечно, это сибирское, когда он стремится, конечно, к архитектурным сооружениям, главным архитектурным сооружениям Москвы и Петербурга того периода. Но, конечно, он проявлен более скромно,
Это и материал, как я уже сказала, это и масштабы, потому что население здесь у нас не такое большое, да. Поэтому нам, в принципе, в то время таких зданий даже на перспективу смысла не было строить. Ну и строительная база. К примеру, тогда у нас не так, как сейчас было, заводы могли производить гораздо меньше. Тогда еще не изучали составы бетона, там, кирпича. Все это, конечно, влияло. А у вас есть мясо свинины на хрящах? А покажите, пожалуйста. То есть это самое вот, ну, мы, так сказать, с детства, у нас тоже был, папа держал там свиней, ну так, для себя кушать. Было, естественно, картофельное поле. И вот самое вкусное, что мы, так сказать, вот я у вас куплю его. Председатель Якутского городского отделения ВПИ Андрей Высоких, как и 30 лет назад, идет в мясной отдел. Вспоминает, чтобы купить хороший кусок говядины, в этом отделе нужно было простоять не одну очередь. Андрей Высоких родился и вырос в Сайсарах, но часто приходил в этот магазин. В студенчестве забегали погреться и купить свои любимые конфеты. Кстати, конфеты сколько стоили в то время? Можете вспомнить? Не знаю, рубль 30, по-моему, шоколадные самые такие дорогие, по-моему, не помню. А всякие леденцы там 20-30 копеек. Стены этого дома, так называемые в 3 кирпича, выдержат любые испытания. Такой способ строительства в советское время позволял сохранить теплоизоляцию здания. Сталинские дома до сих пор в хорошем состоянии не только в Якутске, но и в других регионах, где по такому принципу возводились монументальные сооружения. Этот магазин построился, да, но вообще-то строительство было, так сказать, определенных, так сказать, условиях. То есть это копался котлован, вот, чтобы уже были сваи, но копался котлован, делались так называемые заливные сваи бетонные, потом закапывалось, и потом уже начинал строиться вот сами стены. Кирпичные стены, толщина 800 миллиметров, то есть 3 кирпича. То есть здание довольно-таки тяжелое. Насколько это для того времени вот все-таки вот какая-то такая технология была, более-менее продвинутая? Да, уже продвинутая, да. Мы уже начали делать на сваях. То есть если до этого строилось все на ленточных фундаментах, и вот сейчас они имеют проблемы. Но, может быть, один из последних или там интересных объектов, вот кинотеатр «Центральный», который строился во время войны, он на ленточном фундаменте строился. А потом вот с приходом, опять же, от Института мерзлотоведения, наших мерзлотников, инженеров, строителей, проектировщиков, вот как раз пришли к тому, что надо делать все-таки на сваях. Это более долговечно и более, ну, прочно, будем так говорить. Место, где располагался магазин, всегда было оживленным. Кафе «Волна», Блинна, главпочтамт, 5-я школа, а в углу была еще и аптека. С пятака разъезжались автобусы и была остановка такси. Как шутят многие горожане, площадь и кормила, и лечила, и даже возила. А дети после школ, побросав портфели, играли прямо на пятаке. Весной и осенью в центре шла оживленная торговля. Вкусные пирожные, горячий чай, пышная сдоба. Счастливое было время, вспоминает немного с грустью горожанка Галина. Признается, как и много лет назад по привычке приходит только в этот магазин. Изобилие продуктов питания, молочки было в 80-е, а в 90-е, вспоминает, был дефицит. Огромные очереди были за колбасой, вкус которой невозможно забыть. 3 входа было, да, раньше. Здесь вот вход, там вход. И еще отдельно был овощной отдел. Где вот сейчас Ганза, там вход был именно овощной. И магазин для нас, ну даже вот все детство у меня прошло, у нас тут несколько в городе было таких магазинов больших, универсальных, в которых можно было все купить. Здесь были много отделов. И вот будучи еще детьми и молодыми, мы сюда приходили. Магазин, ну как бы такое очень историческое это само здание. И действительно раньше здесь ощущение было вот такое вот, мне казалось, высокими потолки были, здесь колонны были между отделами. Ну и ощущение вот какое-то прям приятного, вкусного, что-то здесь всегда было. Но на самом деле здесь было идеально, заасфальтировано. Мы здесь играли в бадминтон. Конечно, Известная актриса Русского драматического театра Александра Антюхова как кинопленку прокручивает в памяти то счастливое, но безвозвратно ушедшее время. Здесь жили в начале 50-х годов актеры, учителя врачей.
якутская элита. Парадная с красивым крыльцом, большие окна. Эти ступени, словно безмолвные свидетели времени, гостеприимно впускают в прошлое. Я сохранила двери. Они деревянные, конечно, они старинные, их надо было чистить как-то, чтобы по-новому. Но я все оставила как было. Я люблю все старье, оно сейчас опять в моде, стиль ретро. Вот видите, вот этот крючок еще остался. Вот я ей сказала, ни в коем случае ничего не убирать. Александра Викторовна родилась в поселке Заярск Братского района Иркутской области. Окончила Красноярское училище искусств по специальности актриса драмы. С 1972 года служит театру. Александра Викторовна вспоминает, после учебы Красноярского училища искусств в 1972 году переехала в Якутск. Сначала молодых актеров поселили в общежитие, потом переселили в гостиницу. Вспоминает, Якутск их встретил белоснежным снегом, как будто они попали на другую планету. В этот, теперь уже свой родной дом, вначале не хотела переезжать. Если там соль понадобится, вот вам ключ, там ищите у меня, что вам надо. Да, мы так жили, понимаете, почему мне это все дорого. Евгений Федорович, вот вам ключ, если там соль или что-то. Мне масло сливочное надо, я буду сегодня торт печь. Там все в холодильнике найдете. Рыбок покормить, там ей все это напишу на бумажке. Не было же сотовых телефонов. Приду, все, у меня все готово. Она там, сверху еще там жили замечательные люди, они преподаватели университета были. В общем, здесь были люди, с которыми очень легко было общаться и хорошо жить. Там иду с работы, усталая, после спектакля, иной раз бывало и 3 спектакля, 2 сказки и вечерний спектакль. Бежит уже со сковородкой сын. Мама сказала, картошечки вот. Одновременно с работой в театре Александра Викторовна преподавала театральное искусство в якутском филиале МХАТ, в высшей школе музыки и в школах. Поэтому домой приходила поздно. До сих пор вспоминает соседей. Александра Викторовна, а вы скучаете по этому времени, вот по тем людям? Да. По тем, когда все дружили. Сейчас такое время, что люди порой соседей-то не знают. А Вы вот знаете, дом, да, он мне какой-то- очень горько, что вот я вовремя не сказала. Мы же никогда не знаем, что там случится. И вовремя не сказала каких-то добрых слов, что Евгения Федоровна, какая вы хорошая. Там, это больно. И- Но у вас есть дом и воспоминания, это здорово. Ну да, вот и поэтому как бы вот и хорошо здесь, потому что бывает, знаете, что бы там ни было, но когда ты начинаешь откручивать, вот и делать Как какие-то шаги кинопленка, назад, да, кинопленку. и ты сразу вот вспоминаешь тех замечательных людей и очень хорошо думаешь, Господи, да у тебя жизнь-то хорошо прошла в том плане, что о тебе заботились, тебя любили, тебе приносили что-то, заботились о том, что ты поела, ты не поела. Ну, понимаете, это очень важно для человека, потому что мы тоже, как и животные, любим, чтобы нас любили, и мы тоже любим, и... У каждого дома есть своя история. Ведь дома, как старые альбомы, с годами становятся все дороже и роднее для тех, кто в них живет. В советское и постсоветское время уже строили другие дома. И строительство на этом не заканчивалось. Но это уже совсем другая история.